На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Социальное государство – это мы. В Сухуми презентовали проект культурно-благотворительного фонда «Ашана» и общественной организации «Ассоциация реабилитологов». Специально ко Дню образования Государственного комитета по репатриации. Интервью нашего соотечественника из Турции Меджди Чкони. Операция и другие приключения Шурика в воскресном эфире. На База ТВ продолжается проект «100 фильмов советской классики». Начнем с официальной информации. Александр Анкваб провел совещание, посвященное состоянию энергоснабжения республики. В рабочей встрече приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель комитета парламента по экономической политике и реформам Резу Зантария, директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия и заместитель директора главный инженер Тенгиз Гирджинба. Премьер-министр Александр Анкваб поручил Минэнерготрансу республики совместно с Черноморэнерго спрогнозировать объем потребления электроэнергии во втором квартале 2024 года и подготовить дополнительные предложения по предупреждению перебоев в электроснабжении республики. 177 майнинг-аппаратов изъяли сотрудники МВД Абхазии в Сухумском районе. Смотрите материал пресс-службы ведомства. В селе Гумиста Сухумского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети, осуществления добычи криптовалюты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, УКОН МВД и сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со специалистами Госстандарта Абхазии обнаружена майнинг-ферма. 177 аппаратов, принадлежащих Ашуба Руслану Александровичу и Жовнир Георгию Тимуровичу, были размещены на территории частного нежилого строения по улице Шерская, 9-й проезд. Оборудование демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В отношении владельцев применена мера административного взыскания. Сотрудники контрольно-пропускного пункта милиции Мюссера изъяли оружие и боеприпасы у жителя Гагарского района. У жителя поселка Бзып Гагарского района Арабова Аркадия Григорьевича 1991 года рождения в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции Мюссера сотрудники уголовного розыска данного подразделения изъяли незаконно приобретенное и носимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Изъятое оружие является пистолетом системы Макарова калибра 9 мм, переделанным кустарным способом и захолощенного в боевой, технически исправный и к производству выстрелов пригодное. Боеприпасы к нему являются боевыми. Также технически исправна и пригодна к производству взрыва ручная граната. В отношении гражданина Арабова по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики, группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники ГИМС МЧС и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный плановый рейд вдоль акватории Сухума. Проверялась прибрежная инфраструктура по эксплуатации маломерных судов. Помимо рыбацких лодок различного класса были осмотрены и рыболовецкие корабли на предмет технического состояния судов и наличия разрешительной документации, сообщает пресс-служба МЧС. Проверка не выявила каких-либо серьезных нарушений. Социальное государство – это мы. Проект культурно-благотворительного фонда «Ашана» и общественная организация «Ассоциация реабилитологов» презентовали в Сухуме. Целью проекта был мониторинг ситуации по республике и выработка рекомендаций по формированию стратегии развития реабилитационных центров в Абхазии и сферы реабилитации в целом. Подробности у Марианны Котовой. В Абхазии нет ни одного района, в котором были бы представлены все необходимые специалисты для оказания медицинской и социальной реабилитации людям с инвалидностью. Это показал мониторинг, который проводили в рамках проекта «Социальное государство – это мы». КБФ «Ашан» и общественная организация «Ассоциация реабилитологов». Исследования показали, что в Абхазии не хватает клинических психологов, психиатров, нейропсихологов, сурдопедагогов, ни одного во всей республике эрготерапевта. Не хватает специалистов по логопедическому массажу и поведенческому
физической терапии. По мнению врачей, в связи с ростом случаев речевого и психоречевого отставания в развитии детей необходимо особое внимание уделять привлечению именно этих специалистов. Количество детей с ограниченными возможностями в плане задержками речевого развития, психоречевого развития, помимо медицинских, там тоже, конечно, есть основа, которая связана со здоровьем, но вот это тоже имеет значение. И на это надо тоже обратить внимание. И в этом плане нам сейчас нужны специалисты не просто неврологи, которых у нас и так мало, а именно специалисты-неврологи, которые занимаются нарушениями этапов нейроразвития. В рамках проекта сотрудники Ашан и Ассоциации реабилитологов проводили мониторинг, выезжая в администрации районов, встречаясь с представителями реабилитационных центров, главными врачами районных больниц, социальных служб и собесов. Основные проблемы, которые называли все, плюс-минус, они одинаковые были по районам. Все озвучивали отсутствие квалифицированных специалистов в сфере реабилитации, как физической, так и психологической, отсутствие доступной среды в школах для того, чтобы дети с инвалидностью получали образование, отсутствие специалистов, подготовленных тьюторов, которые сопровождали бы детей в общеобразовательных учреждениях, а также в дошкольных учреждениях. Также необходимость в госпрограмме по предоставлению технических средств реабилитации. Многие думают, что... Финансировался проект Фондом социально-культурных инициатив. По словам его руководителя Азамата Богателия, все делается ради того, чтобы у государства была готовая формула для организации адекватной реабилитации в районах Абхазии. В рамках того, что они сумели достичь, собрать, актуализировать, анализировать и дать рекомендации всем центрам и государственным органам, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. По итогу эти бенефициары получат дополнительные улучшенные услуги, которые оказывают реабилитационный центр по Абхазии. По словам Мактины Джинджоли, на основе результатов проекта «Социальное государство – это мы» уже принимаются решения на государственном уровне. Алхаз Тхагуши ведет переговоры, встречи с представителями социального комитета в парламенте, потому чтобы была госпрограмма по предоставлению технических средств реабилитации. Депутаты Народного собрания поддержали, и эти вопросы уже как бы не просто обсуждаются на словах, а приступили к активной фазе реализации этой программы. Слабые места, которые выявили участники проекта в сфере реабилитации в Абхазии, это дефицит персонала в реабилитационных центрах, неопределенные имущественные права на здания и помещения, в которых располагаются, отсутствие возможности повышения квалификации у сотрудников реабилитационных центров, отсутствие государственной программы по предоставлению технических средств реабилитации. Марьяна Котова и Нола Гухава, Абаза ТВ. С 19 по 21 марта Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс совместно с Министерством здравоохранения республики провел диспансеризацию учащихся Чемчирской школы-интерната. За 3 дня врачи обследовали свыше 400 школьников и преподавателей. Как прошел масштабный проект и какие заболевания выявлены у детей? В материале пресс-службы ВААК. У невролога, у глазного, у лор-врача был и УЗИ делал. И что тебе сказали? Глазной все хорошо. У невролога тоже. К сожалению, не всегда у детей все хорошо со здоровьем. Чтобы вовремя распознать заболевание и начать его лечить, проводится диспансеризация. На этот раз она получилась по-настоящему масштабной. В течение 3 дней врачи обследовали учащихся Чемчирской школы-интерната. 3-дневному десанту медиков предшествовал этап забора крови. Он проводится для того, чтобы ребенок пришел на осмотр с результатами анализов. После того, как дети были осмотрены, мы даем рекомендации для дальнейшего обследования, лечения у соответствующих специалистов. Я думаю, что диспансеризация в школе-интернате, она не проводилась вообще уже давно, много лет. Осмотр проводился только педиатром. И на сегодняшний день это очень хорошо. Родители довольны, потому что не всегда получается взять своего ребенка, повести, обследовать, пройтись по всем специалистам, а тут получается, что специалистов очень много, есть возможность пройти всех.
В школе-интернате обучаются более 450 детей. Большинство из них находится здесь с понедельника по пятницу. 130 человек остаются в учебном заведении. Есть здесь и дети из социально незащищенных слоев населения. У них нет возможности куда-то детей отправлять. Если не заболеют, то их периодически водить и проверять. Есть трудные семьи, где им тяжело, где по 3, 4, 5, 8 детей находятся. Их всех не проверят. Потом я хотела бы сказать, что семьи, которые воспитываются с бабушками, с дедушками, только с отцами. Поэтому я хочу благодарность такую, знаете, с низким поклоном благодарность объявить Абхазо-Абадинскому конгрессу. Главными героями диспансеризации можно смело назвать медиков. Свои усилия объединили различные специалисты Минздрава. Офтальмологи, кардиологи, лор-врачи, эндокринологи, педиатры, неврологи, урологи и реабилитологи. В течение 3 дней школу посетил широкий спектр специалистов, больше 10 человек. Всего в диспансеризации приняло участие около 35 врачей и медсестер, с одной стороны, а с другой стороны более 350 детей и еще около 100 учителей. Не все врачи смогли остаться в Очамчире на ночь, поэтому часто сменяли друг друга, вообще люди занятые, поэтому их очень тяжело оторвать от работы на 3 дня, но тем не менее они все равно поддержали этот проект. Диспансеризация выявила различные заболевания, в том числе достаточно серьезные патологии. В целом процент выявляемости здесь оказался выше из-за большого количества детей. Узловые зобы были у девочек обнаружены в раннем возрасте. Со стороны урологии были несколько случаев мочекаменной болезни обнаружены у мальчиков фимозы. Также были обнаружены врожденные аномалии развития. По одной почке было у нескольких человек. Было несколько пороков сердца обнаружено. Тоже ранее не диагностированных. Семьи были не в курсе. А дети, которые много контактируют с гаджетами, имеют серьезные проблемы в очень даже раннем возрасте по линии офтальмологии, которые тоже требуют обязательного реагирования. Мы сделали ЭКГ обследования и взрослым, и детям. Традиционно в школе также были обследованы взрослые люди. Проект оказался возможным благодаря совместным усилиям большого количества людей. Кстати, пока мы находились здесь, некоторым детям и лекарства приобрести, некоторые врачи взяли на себя дальнейший осмотр и лечение детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. И за это прям очень хочется поблагодарить. Я просто уверена, что все вместе сделали большое, благое дело. Конечно, отдельные слова благодарности школе-интернату, руководству и каждому учителю, который очень большое внимание уделяет здоровью своих подопечных. В целом, мероприятие такого масштаба не было бы возможно без всех врачей, которые нас поддержали, без лаборатории, которая работала в ударном режиме в течение всей недели, проводя анализы около 400 человек. Очень сильно помог организовать это мероприятие Министерство здравоохранения Абхазии, в частности, заместитель министра Саида Юрьевна Делба, человек, который курирует направление педиатрии Гуня Эсма Юрьевна, но также сам министр Будба Эдуард Валерьянович. Мы хотим поблагодарить главу Очамчирского района Бигвала Беслана Владимировича, а также Перцхеля Беслана Дмитриевича за то, что помогли нам организовать перемещение и размещение врачей в Очамчире. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс запустил проект в марте 2023 года. Диспансеризация направлена на оказание квалифицированной медпомощи ученикам и учителям сельских школ Абхазии. Эсма Гуланзе, Шезина Бганба, пресс-служба ВАК. Специально к 23 марта, Дню образования Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия, в эфире нашего канала смотрите интервью нашего соотечественника из Турции Меджди Кони. С 1990 по 2002 год Меджди Кони возглавлял Кавказский культурный центр «Дернек» в городе Сакария, объединяющий всех черкесов на территории Турции. О своей мечте о возвращении на родину потомок махаджиров рассказывает нашему каналу. Kırklı'nda Türkler otobüs kuyretsini yava. Ara harah küçük yuka abarta ondur ko yanırgılanı akıy be hablıp hanı ubasır. Harus akar afsari apsli izgirahiye çok ahsavat sili alazon
hay habsre hayusre hazige hay medene hay bebanı hala süvederi vigi amazey ويعي بشري نالا قشتا ay beşren ala gaştak أتركوش بجي في الحرف تخل habji hatakhın ahuş kogi dirir khala abarton dur kogi ziganırgıl ne hablodur aşım sana hani an hargılit hara nas amiting azokon ala هنتكرر أنت إذن أخرى أرى حيث شأن أرى أجوج إسخشوا جالو دخا تخريا أيضا أبغنبا أردهان أيوة إدنى يبسخيد أتش بفكري أرى أكلك يحبو أبالي كرسو هجرك لك وبحلين ياز يحيد يمش أشتك أدنى يحتس في أشكو يحتس في إنباتيين يحيتن يحجان أميتين إذن رمحتي ناس أميتين علي وانز أبرينو إبشوكزم يو يزيجي أدا بدر يجول كاي إسطنبول يجول كاي ناس أدا بدر أميتين الشكية جرى يجرى أميتين كالي أدا بدر أميتين حنال قشتك ويحيت يخا أرى hazlaga zavus ucucu salagoy. Ve İstanbul us anne ministre habı Süleyman Demirel başbakanın İstanbul'dan Bayramoğlu ha şu amşına gana anne tıpkıman vahsi. Aha dara haras şu işkola şu müşergi şu anda. Yere vada azımız. Vay halıp şkos. إرحيت ليفنت هنا جراوب اسطنبول ودا أوبريحان هرجوا جحسي جوخ يقارا جرت وايز يعني جنوا بايرام ولا يعني جنوا حلين ناس حي ببيتوا وجا أراجوك أسس حقوقي أولو تبي أراهنيز ربحة مثل يحبلا زبزدان ويوا يوسكو زدبو ياو يحيط أسومك أمس حلا قلوب ياو باسوب نحة سيهد أرايهد بطبع عزيز قمش شرط شدر زمخا أتدردروي أرا ويا بارتي دزايقون يرجع يتسا أري هاي حبي يريهد saat ki hani şöyle araya usiyala çıkıyordu. Nas herki halayın ya oyunu ya hidwa. Waan da adrüşlige Ankara se vay şabalaga Türk'ün de şabalagında var anva. Adıhtı uskuz bu dışişleri hoyt minister ve trapka vay حبيت ناس أبشر هارتن حالين واجه يسوي ويرى ميتينغنا على الشيخ ناس أبسنة سرا حالا شوي أخوشبا Oktayra, Alira, Yizdigi Eskişehir'inde, İnegöl'ünde hara vakinde haber gahho yibzini ilah kab ahwanaha dergirim muyt hargusi ala rahtakın şu kalı şey politika kim yapah gay juki şimiştin hana yahço galak vaziye alman rekzahara yagzam azüce zıkşkasas vahileykaz ربخة ما بيحون هرا أراي حبري راحو ترى شراي أرس حق شمزم يفزشت زوم فلان رحونها ويشتخ يعيد هراي أحسازيا شو زنسترهيد هقودي بقليد وس أنا نس زو يرى خلشي با أس أي بيشتغ أشتري مريزاموس بس ورتن ساشتخ ذاتن أي ببرك واشنت أشكو ياكو أرى أبسنت جيرسوني سويا ويانوس أنا إذا بحافينيا ميروت غويبا سمر روشبي أبرتيز جبرا أكتو كوي خبلاك حقشو düzçe hendek ada pazarı وانت Oktayra yarıştız Alira yarıştız aşkupa hagarıp şavar avagir garıp şahit yas خسعت ha ورسوش كوي فوتوكوبي عادة واير لحظون ناس
بس أي بشش سواز أصغب شبيخ قلت يقدروا كويس يجاوبوا ويشقو إزاي يشقو سمسم سلشوف يقدروا ويستي شقو كاي بس رزق رخص كنلتن ألف يبلزي أشخرابها ألف فيجان أشوفها أيشجول أجيبها زي هاي ديمه أبارت ردنا رخوتين بس بسنا أي سوي أبارت مشتن هنش قاعد درنا كان يعني سزاي يريسري يوجي خجا أريح زي أشقو هاي حذر زمس أكل وشالس أري مكتوبها هم كذي يحذر زم يحمى هذي أتصرف ينساش تاش التلفزيون كذي يهيد الجزء الجورناليست الجورنال مانشته حوت أخا يزجي يانم قلتكو يعني ناس لا تريلي كذي عايطة ويجرش دار الدياسبورا تركتول أبجانا قيدوي واحد رليرا واحد وشكو كسرجة مورال عليت واجي يردر كليتوي وصلا أري جمال تكوني سادي شيء سبيو أي هذا سير سزوياكم وس أنا أرزم بيدري رأي أكو أريجي أشبه رجب يشر أشبه يشر أجرت سدر زنزكم أري ساخي جوس أنا يترجع ساخكم أريجي أدري أودي أو جوس أنتي أرا أشام بورهان دزبوي أشام بورهان يزبخ في حزر على رب خزا أشقو ينزش سوزوياكم أبسنا. Смотрите интервью с Меджди Чкони в субботу 23 марта на Абаза ТВ. 23 марта Госстандарту Абхазии исполняется 30 лет. Председатель Государственного комитета республики по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия поздравил коллектив с этим знаковым событием. В Агу прошла товарищеская встреча команд Абхазского государственного университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, участниц Международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений, организованная в рамках Международной научно-практической конференции по экономике, глобальные изменения в мирохозяйственном укладе и перспективы новой экономической реальности, теория, методология, практика. Встреча была насыщена интеллектуальными играми. Студенты обеих команд продемонстрировали свои знания и умения, соревнуясь в ответах на вопросы и решении задач. Игра завершилась в ничью. По завершении мероприятия обе команды принял ректор АГУ академик Олег Угварамия, где в торжественной обстановке всем были вручены сертификаты об участии в товарищеском матче и памятные подарки. На встрече с руководством вуза также присутствовала руководитель делегации Московского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент Майя Слутковская. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. На Абаза ТВ продолжается проект «100 фильмов советской классики». На этот раз в воскресенье 24 марта будет показан советский комедийный фильм «Операция И и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир, мост, Абхазия». Элеонора Гилаян о подробностях легендарной комедии. Почти 60 лет назад, в августе 1965 года, на экраны вышел знаменитый советский комедийный фильм «Операция И и другие приключения Шурика». Этот фильм быстро полюбился зрителям и всегда был одним из самых любимых отечественных фильмов. В начале 1964 года Леонид Гайдай познакомился с двумя сценаристами – Морисом Слободским и Яковом Костюковским. Сценаристы предоставили режиссеру сценарий несерьезной истории, в которой вошли две киноновеллы об очкастом студенте Владике Арькове. В первой части студент перевоспитал тунеядца, тот был
групп на работе, невежлив с дамами и так далее. Во второй части студент готовился поступать в институт. Это единственный сын любящих родителей, который мечтал покинуть свою мещанскую семью. Литературный сценарий комедии «Операция И» и другие приключения Шурика сильно отличался от оригинальной заявки. Имя студента осталось прежним, но сюжет рассказа изменился. В картине «Операция И» и другие приключения Шурика 3 новеллы, которые объединяет один персонаж. Симпатичный блондин, студент политехнического вуза. Он слегка рассеянный, потому вечно попадает в невероятные ситуации. В новелле «Напарник» Шурик подрабатывает на стройке и в один прекрасный день получает в напарнике отбывающего 15 суток в наказание за мелкое хулиганство Верзилу. Крупного телосложения хулигана не сомневается, кто в их паре главный, но хрупкий очкарик обладает богатырским духом и, вначале уступив, начинает давать столь изощренный отпор, что Верзила не выдерживает и признает свое поражение. В новелле «Наваждение» мы видим типичную предэкзаменационную суету. К обладающим конспектами сокурсники проявляют особое внимание. Около одной тетради могут собраться и десяток студентов. Пока Шурик в поисках нужных записей лихорадочно бегает от одной группы к другой, его сокурсник пробует действие радиошпаргалки. Дома эксперимент проходит успешно, и студент с микрофоном в петлице, замаскированным под цветок, отправляется сдавать экзамен. Повезло наконец-то и Шурику. Он смог в трамвае пристроиться к 2 девушкам, читающим нужный материал. Так начинается лиричная история Лиды и Шурика, которую они вначале сами не заметили, настолько сосредоточенно читали конспекты. Здравствуйте, Зой. Дайте, пожалуйста, ключ. У тебя же сегодня экзамен. Угу. Еще целых 3 часа. Мы пока с подружкой позанимаемся. Угу. Режиссеру было явно мало 2 частей рассказа для создания полноценного фильма, и сценаристам было дано 3-е задание, в котором необходимо совместить нового героя, студента Владика, со старыми героями – троицей трус, балбес и бывалый. После месяца напряженной работы появилась 3-я часть комедии – новелла «Операция И», в которой Владик должен был разоблачать расхитителей социалистической собственности. Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Это же сущие пустяки. Вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, проникнуть в склад, оставить следы выноса товара и спокойно удалиться, ничего не взяв. Это 1-й фильм из трилогии. Будут еще «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», о жизни и приключениях скромного, но находчивого парня по имени Шурик. Элеонора Гилаян, Абаза-ТВ. Комедию «Операция И» и другие приключения Шурика Леонида Гайдая смотрите в нашем воскресном эфире. Певица из Абхазии Анна Агрба 23 марта впервые выступит с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Программа состоит из популярных композиций 70-х, 80-х, 90-х годов. Также будут 2 абхазские песни. Для меня это был принципиальный момент. Где бы я ни находилась, я все-таки представляю абхазскую культуру. И прежде всего хочу, чтобы в моем творчестве отражалось, что я из Абхазии, рассказала Анна в интервью «Спутник».
Экология. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. Впервые идея проведения Всемирного дня прозвучала на конференции Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Значение воды для человека и природы сложно недооценить, однако запасы пресной воды, пригодной к использованию, неумолимо сокращаются. В последние годы эта проблема стала касаться и самых богатых водой регионов Земли. А 3 месяца назад на канале Абаза ТВ стартовал новый проект «Реки Абхазии». Это 8 документальных фильмов о реках республики Кудры, Бзыбь, Хыбста, Мчищ, Гумста и других. За 3 месяца мы успели представить вам, уважаемые телезрители, уже 3 фильма, которые имеют тысячи просмотров в наших социальных сетях, множество реакций и комментариев. Первый фильм о Гумсте, в бассейне которой находится Гумстинский участок Псху-Гумстинского заповедника. Гумста – одна из самых чистых рек республики. Также эта река – одна из немногих в бассейне Черного моря, которую называют хранительницей реликтовой рыбы – лосося. Повтор проекта «Реки Абхазии» Гумста смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. 22 марта исполняется 120 лет со дня открытия Сухумской метеорологической станции, а 23-го – Международный день метеоролога. В этот день, в 1950 году, была создана Всемирная метеорологическая организация. Именно день учреждения ВМО был взят за основу праздника метеорологов, который отмечается с 1961 года. Бесплатную акцию по стерилизации собак проведут в Гагре и Цандрепше с 10 по 20 апреля, сообщила «Спутник», руководитель фонда помощи животным «Багира» и приюта для собак «Топа» Саида Отерба. Акцию проводят фонд Бриджит Бардо и немецкая ассоциация защиты животных. Они привезут в республику 10 зарубежных специалистов. По словам Отерба, стерилизовать можно будет не только бездомных животных, но и тех, у кого есть хозяева. Акция начнется в поселке Цандрепш с 10 по 13 апреля и с 14 по 20 завершится в Гагре. Точные адреса мест, в которых будут проводиться операции, волонтеры будут сообщать на своих страничках в социальных сетях после того, как найдут подходящие помещения. Спорт. Анри Зардания стал бронзовым призером первенства города Москвы по боксу среди юношей 13-14 лет, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Он выступал в весовой категории 48 килограммов и представлял московский боксерский клуб «Южный». Анри является воспитанником тренера Альберта Кардиоглы. Сейчас о погоде. В выходные дни 23 и 24 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью и утром, временами дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. Атмосферное давление пониженное, нестабильное, ветер умеренный и значительный. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 8 до 13 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды умеренное и слабое. Относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.